Больше к Европе, наверное, относится. Но я признаю это как праздник, но вот так, чтобы с масштабом, нет, никогда не отмечаю. Нет. Да. Мгм. Нет. Нет, это для меня обычный день. Например, свой день рождения в прошлом месяце я провела как обычный день. Я просто пришла на работу, поработала, пошла домой, как обычно. В прошлом году сагалабыдым. Обычно то, что он хочет, то есть, ну, все равно мы живем уже столько лет, мы женаты уже более 15 лет, поэтому я уже знаю, что ему нужно. А мне дарят, но мне очень сложно угодить, поэтому лучше подарить мне сертификат или денег на карточку. Когда-то да, дарили, сейчас нет. Ну, букет роз, еще шоколадки и украшения тоже. Мне тоже украшения. Типа одежду. Ну, дарили. Так я сама не дарила. Нет, это для меня получается просто день. Открытки деп күздік. Ата мен болғаны. Ата студентом болғаны мешка, андық-мандық деп күздік. Мне обычно цветы, конфеты, ну, обычно букет из клубники и украшения, а так я в литох, ну, в тогалах, в туаре. Он брал им в тогалах. Моя первая любовь – это был мальчик, мы сидели с ним за одной партой. Ну, мне кажется, что это была первая любовь, он мне очень нравился. Правда, он был старше на 2 года, по-моему, он на 2 года его оставляли в одном и том же классе. Нет. Ну да, конечно, моя первая любовь где-то в 2017 году была. И сейчас тоже встречаюсь с ней. Уже 27 февраля у нас будет 5 лет, как мы вместе. Вот. Нет. Эх, это, конечно же, было в школе, получается. Просто такая первая влюбленность. Этот человек был для меня, ну, всем на свете. Я такая мечтала, о, да, этот человек мне нравится. Это прям один раз и навсегда, я думала. Ну, как и все девочки, наверное, не знаю, может, и мальчики в школе. Но с окончанием школы я, конечно, ну, чувства остыли. Я поняла, что это просто была влюбленность. Такая, ладно, бывает. Да. Раскрывай. Атын оғабын вообще. Бәбітін 2 жыл бақан атаду. 1 жылға арады. Әвляспен жолска. Хатынымын кіргівайын. Школьный дискотека. Чай было. Я всех помню. Ну, первая любовь в 3 классе да? Это был мой одноклассник. Но это как бы детская любовь, а так серьезная первая любовь в прошлом, ну, 2020 году коллегам. Бар. Самое интересное это было на крыше дома по проспекту Ленина, вот где многоэтажки же построили, где рядом с 3-й школой. И вот там было самое интересное свидание, наверное. Оно было уже с моим супругом, но тем не менее это было самое интересное. Короче, тоқы бұдым. Свиданиеға бар бұды. Аны бастан қайдақ таңыстақыны, тоқтақыны индяны иттағым де тоқ. Индяны ипопын бартым бахарам бер бұды. Аны көр бұдым наханар кейді. Аны көре алмыды. День города был. Мы сами с Верхневлюйска. И ну, первый раз на такие мероприятия ходили вместе. Поэтому как-то интересно было. Можно пропустить? У меня не было свидания. Ата уже кыстым болды. Ата ардым, жамор булан дискотека бардым дедім. Ата жиңар олкысқа бардым. Жосқа білімден немде ғана олғағана. Атам білген кірді жосқа көйлі. Свидание бар булана 2-литровой кола. Бұрсы білі зәке ең болады. Ана жосқа капитальный білімден немде марам тием болады. Аны кейім еспеді, оны бәйім, аны 2 литрлях оны істейді деп күрді. Птичка то мыраныгар. Это массына. Нет, не то чтобы инициатива, а вообще первое свидание же надо понравиться. То есть, ну, если хотя свидание состоялось, это уже мы друг другу понравились, правильно? Но тем не менее на первом свидании складывается первое впечатление. Вот что я хотела сказать. То есть, что мужчина, что женщина, ну, молодой человек, девушка должны оба постараться, чтобы понравиться. То есть, но и самое главное, наверное, во время первого свидания не обманывать, то есть
первое свидание начать с правды, вот так, наверное. То есть не скрывать, а всю правду выложить. Наверное, вот так. У меня что-то я даже не могу вспомнить слово, которое я хочу сказать. Это, наверное, после коронавируса. Так. Поход в кино, в ресторан. Самое идеальное, ну, простые, искренние. Но сходить, то можно в парке гулять, типа. Не знаю, нет. Вот, например, мы же смотрим различные фильмы, там же всегда на свидание идут там в кино, в ресторан. И вот я бы сказала, каким не должно быть скорее. Например, в кино вы просто смотрите фильм, вы не общаетесь друг с другом, а на свидание же, скорее всего, нужно знать друг друга побольше. Ну, вот прогулка там на свежем воздухе или поход в кафе я бы засчитала бы, потому что там люди общаются, они сидят друг с другом. Билбейм. Материально көрбө кунуну. Кайдак бар булган. Чтобы хотя бы мы жестко напряженное собеседование в дуболых ухтах. Ой, я, видимо, настолько уже стара, что я даже не знаю, что такое киндер. Я сразу же представила киндер-сюрприз, который просят мои дети. Киндер. Нет, я не знаю вообще о таком приложении, поэтому ничего о нем не могу сказать. И еще какой вопрос был? В 2000-х годах, в 2007-2010 на ЕКТ форумы были очень модные. По-моему, люди там общались. Хотя, я тоже вот сидела, мне интересны были темы. Я вообще ничего плохого в этом не вижу. И, кстати, по-моему, тогда Печка была. Или Печкин, как правильно назывался сайт знакомства. Да. И в ВК тоже очень много таких вот групп было. Я вообще абсолютно нормально отношусь к онлайн-знакомствам, но, опять-таки, я считаю, что отношения нужно всегда начинать с откровенных, то есть фактов о себе и так далее. А в онлайн можно очень много скрыть о себе. Не верю. Отрицательно. Поближе надо познакомиться, не через телефон, типа посмотреть и просто так, поближе пообщаться друг к другу, почувствовать. Даже не знаю, ни разу не пользовалась. Ну, в нынешних реалиях это, я не знаю даже, к счастью или к сожалению, это актуально, потому что, мы все знаем, какая сейчас эпидемиологическая ситуация, не только в городе, но и по республике, так что это получается, безопасный способ познакомиться с человеком. Бейхандык вообще что ли? Не так развит это. Сфера билбейм. Я вообще против таких приложений. У нас знакомство, на мой взгляд, вживую в ухтах. Как-то не нравится мне через соцсети знакомиться. Надежность, ум, заботливость. То есть со стороны мужчины, мне кажется, это самое главное. Добрый, заботливый и вкусно готовить. Доброта, вежливость и главное, чтобы любила. А можно не отвечать на такие? Да. Я не знаю. Во-первых, это, скорее всего, честность в общении, потому что если мы будем друг другу лгать, что-то там, недорассказывать, это может вылиться в нечто не очинское. Я бы хотела, чтобы мой любимый человек был честен со мной, как и я с ним. Поддержка и любовь, она добрая. Да. Должен быть заботливым, ответственным, он целеустремленным, он и самое главное с чувством юмора. Ложь, лицемерие, двуличие. Это все-таки, наверное, близки, да, вот эти все качества друг к другу. И в мужчине я не приемлю слабость, слабость характера. Ревность, предательство. Всегда, настроение портить друг друга, это уже не очень. Не знаю. Наверное, можно сразу исходить из предыдущего ответа про честность. Я бы не хотела, чтобы мой любимый человек, лгал мне, получается, как и я ему. Я бы хотела, чтобы это все строилось на взаимном доверии и честности друг с другом. Постоянно шутку делали. Было. Албаныр. Албаныр ухта. Да. Нет. Да. Наверное, не знаю, смотря от ситуации. Пока я не в том состоянии, к сожалению, но и я бы сама бы не хотела, чтобы меня содержали. Я бы хотела, чтобы мы оба могли быть независимы финансово друг от друга. Говорят же, нужно дополнять друг друга, но не обязательно же, чтобы за меня всегда платили, или чтобы я всегда платила за кого-то. Нужно быть на одном уровне, получается. Да,
Но именно билим хох. Нет. Это не важно. Неважно. Это не важно. По-моему, это не важно. Я бы сказала, не важно, но главное, чтобы заработок каждого удовлетворял каждого, получается. Чтобы и мне было нормально с моей зарплатой, и ему с его зарплатой, получается. Должны окамран цената одинаково булуманами. Не важно. Но конкретно в моей ситуации я за общий карман, только у каждого... Вообще очень умно, но у нас так, по крайней мере, у нас один счет, но разные карты. То есть, понятно, да, наверное? Ну, то есть это самый лучший вариант. Общий? Общий. Ну или можно и общий. Ну тоже типа смотря ситуацию, я не знаю. Я бы предложила так, чтобы, есть же такое понятие, как карманные расходы. У каждого это тоже должно быть, но я бы предложила, чтобы был небольшой такой общий бюджет, если, на совместное планирование, не знаю, там, на поездку может каждый вкладываться в эту копилку, получается. Общий. Мужчина должен оплачивать эту девушку. Ой, это уже, наверное, что-то из сказки, да, типа и в шалаше рай с милым, да, и так далее. Но так как я мать 3 детей, я за благополучие своей семьи, то есть за неудачником, который ничего в жизни не может добиться, и меня будет тянуть вниз, типа, но я его люблю, и все за него отдам, наверное, это не про меня. Настоящая? Настоящая любовь. Настоящая любовь? Но в нынешних реалиях деньги – это очень большой показатель, не знаю. Говорят же, счастье за деньги не купишь, но там даже есть продолжение у некоторых, мол, дайте мне деньги, и я покажу, как купить счастье. Тем не менее, я даже не знаю. То есть найти или любовь, там прожить в гармонии, или быть богатым и ни в чем себе не отказывать. Честно, даже не знаю. Все настоящая любовь была. Настоящая любовь. Конечно, мы в свое время так и начинали. У мужа была микроволновка, у меня был комод, который мне подарила мама, и мы начали снимать квартиру, и с годами всего сами вместе добились. А когда вместе начинаешь, мне кажется, семья крепче. Потому что если у кого-то из пары есть все, а у второго ничего, первый рано или поздно может этим упрекнуть. Это мое мнение. Да? Да. Скорее нет. Я бы сказала, нельзя и вообще не стоит. Потому что это обрекает не только семейную пару, но и их будущего ребенка или детей. Потому что это одна из проблем вообще как и в мире, так и в нашей стране. То, что дети страдают из-за того, что они появляются иногда незапланированно. И это вообще несчастье получается в будущем. Гони, то дитер огну хайхана дулай. Итиха, крюха, джейлен, хаян. Нет. Его пароли все знаю, а он может не все. Но если он попросит, я не откажу. То есть я ему покажу и разблокирую. Может в любой момент проверить мой телефон. Нет. Да. Зачем? Нет. Зачем в первую очередь? Я не знаю. Если друг другу комфортно, то зачем вообще делиться такой конфиденциальной информацией? Личные границы, по-моему, должны быть у каждого. Угу. Да? Сначала это страсть. То есть притяжение друг к другу, это в самом начале. Потом это, конечно, сходит все на нет. И такие чувства, как уважение, доверие, вот эта забота, это все мы называем любовью. Это уже со временем. Вот эта страсть, она все равно уходит рано или поздно. И уже через какое-то время остается именно эти чувства. Если не будет, например, того или другого, то любви не будет, мне кажется. Взаимопонимание и забота. Таптам ден кеhe dua kata garu shidik kain
эппет, но исрак кыттаман кераңар гым көрөн тураран. Биле бэйн бэйн кытта хэжер курдык ханана. Не знаю. Полное взаимопонимание, скорее всего, я бы так описала. Оны бәбелерин доверяй дилар. Кайдакта бәбелерин кытта врозин болбаттар. Короче, аны курдук чувство дияны. Хаянда бәбелерге тардыга жана. Химия, инда. А там, ну, любовь это любовь.